Лидеры и активисты демократического выбора Казахстана и Демпартии полны решимости вывести в субботу своих сторонников на улицы. Власти Казахстана предупреждают о тяжелых последствиях для тех, кто в субботу выйдет на акции протеста. На примере, например, Алматы и Астаны хотел бы сказать следующее. Каждый из вас, из жителей, которые проживают в соответствующих городах, они должны выбрать свой маршрут. В Иране проходят парламентские выборы. Результаты неизвестны. Аналитики говорят об усилении позиций радикальных консерваторов на фоне противостояния режима аятолл с Западом. Выборы – это гарантия национальных интересов страны. Любой, кто верит в национальные интересы страны, будет участвовать в голосовании. Коронавирус продолжает убивать людей. Тем временем на украинской Полтавщине все же приняли эвакуированных из Китая людей. Министр здравоохранения вошла в карантин вместе с ними. Наша задача сейчас снять этот такой синдром, знаете, посттравматический, и успокоить население, что все мы жители Украины. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Власти Казахстана призывают граждан не выходить на завтрашние акции протеста. Их участников, как сообщили в Генпрокуратуре, будут привлекать к ответственности. В субботу в некоторых регионах страны должны пройти массовые антиправительственные митинги. Оппозиционер Мухтар Аблязов говорит о том, что страна нуждается в кардинальных реформах и поэтому призывает людей к протестам. Подробнее расскажет Ернур Дозжанов. К субботним митингам власти Казахстана готовятся основательно. Граждан со вчерашнего дня просят не поддаваться на провокации и не нарушать закон. Если кто ослушается, его ждет арест. Об этом в очередной раз напомнила Генеральная прокуратура. Сегодня Аблязов из-за рубежа продолжает призывать население участвовать в незаконных акциях, якобы радея за интересы населения Казахстана. Он использует вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду, недоверие друг к другу. Ему безразлично благосостояние наших граждан. Его беспокоит одна цель – избежать ответственности за свои преступления. Что интересно, в надзорном ведомстве упоминают лишь о митингах, которые планируют провести члены запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана» под руководством известного критика власти Мухтара Аблязова. Вот что заявил ранее в соцсетях сам Аблязов. Мы определили места проведения митингов по всей стране. И сейчас я на примере, например, Алматы и Астаны хотел бы сказать следующее. Каждый из вас, из жителей, которые проживают в соответствующих городах, они должны выбрать свой маршрут, потому что вы живете в разных местах. Вы должны определить свой маршрут передвижения. А вот об акциях протеста незарегистрированной демократической партии в Генпрокуратуре умолчали, хотя ее сторонники также намерены выйти на улицы в этот же день. Об этом на днях заявил политик Жамболат Мамай. Тем временем активистов Демпартии продолжают задерживать в некоторых регионах страны. Задержание идет. Что случилось? Полиция қызметкерлері келіп. Только что полицейские забрали активиста Жанбола Рахматуллу. Толпой налетели без повестки, не предъявили документы. Задержали без каких-либо причин. Пришли и прямо перед нашими глазами задержали. Ожидается, что митинг запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана» пройдет завтра в 2 часа дня. А вот активисты Демократической партии планируют выйти на улицы несколькими часами ранее. Сегодня в Иране проходят парламентские выборы. Кандидатов в депутаты отбирал лично верховный лидер аятолла Али Хаминеи. Аналитики утверждают, высока вероятность, что выборы выиграют радикальные консерваторы, сторонники конфронтации с Западом. Сайхан Цинцаев продолжит. Нынешние парламентские выборы в Иране проходят на фоне беспрецедентного давления США на Тегеран. Разрушительные санкции, которые привели к упадку национальной экономики, спровоцировали сильнейшее недовольство населения властью. У иранских избирателей скопилось много вопросов к режиму аятолл, и урны могли бы продемонстрировать недоверие народа к нынешним лидерам. Однако с самого начала верховный лидер постарался выбить этот инструмент из рук населения. Али Хаминеи через подконтрольный ему Совет Стражей Конституции отсеял неблагонадежных с его точки зрения претендентов. Впервые с момента исламской революции в 1979 году на выборы не было допущено беспрецедентное число кандидатов – более 60% из 16 тысяч желающих. Дисквалификации подверглись сторонники действующего президента Хасана Раухани, который выступает за диалог с Западом.
Выборы – это гарантия национальных интересов страны. Любой, кто верит в национальные интересы страны, будет участвовать в голосовании. Я рекомендую, чтобы все граждане приходили и с учетом своей позиции голосовали за интересующего их кандидата. Несмотря на мощную фильтрацию кандидатов в депутаты, вопреки прогнозам, население активно участвует в голосовании. На избирательных участках традиционно наибольшую активность проявляют жители регионов. С раннего утра увидела многих своих знакомых на участке. Люди приходят с 8 часов утра. Надеемся, что экономическое положение в стране улучшится и пропасть между населением и государством уменьшится. По мнению иранского политолога Хамида Тебарзана, это связано с тем, что жители сельской местности стараются выбрать кандидата, который будет тратить силы на достижимые цели. Они хотят реальных дотаций для своего региона, а не попыток добиться неких призрачных гражданских свобод. Современный парламент Ирана наделен только этой функцией. Депутаты не могут определить политику государства. Они решают лишь вопрос распределения бюджетных средств. В городах с населением больше 400 тысяч приоритеты уже другие. Там население хочет, чтобы парламент имел более существенные полномочия. Решал вопросы гражданских свобод, принимал важные законы, определял приоритеты во внешней политике. Там голосуют за кандидатов, которые могут поставить эти вопросы на повестку дня. Несмотря на отсутствие в Иране политических партий по образу демократических стран, парламент традиционно формируется из коалиции депутатов с различными политическими взглядами. На выборах 2016 года наибольший мандат получила коалиция реформистов. Это как раз сторонники действующего президента. На этот раз, с учетом жесткой фильтрации претендентов, эксперты предсказывают победу коалиции консерваторов, которые придерживаются более жесткой линии во внешней политике Тегерана. Сайхан Цинцаев. Настоящее время. О выборах в Иране мы поговорим по скайпу с политологом-иранистом Владимиром Мисамедом. Владимир, здравствуйте. Итак, выборы в Иране. К этой черте страна подошла с массовыми антиправительственными протестами, сбитым украинским Боингом и жестким противостоянием США и Западом. И вообще, что люди в стране думают об этой ситуации в целом и каковы настроения простых иранцев? Ну, настроение простых иранцев, собственно говоря, реализуется через протестные акции, которые идут в стране уже последние 3-4 месяца. Поэтому понятно, что все это вызвано очень серьезным экономическим потрясением, очень серьезной политической ситуацией, продолжающейся изоляцией страны. И это определяет как бы атмосферу выборов. С другой стороны, как бы то, что реформисты, которые стоят сейчас у власти, которые составляют большинство парламента, привели страну в такую ситуацию, говорит о том, что американские санкции, они как бы выводят на арену консерваторов. То есть консерваторы, уже это, в общем-то, как бы свершившийся факт, они победят на этих выборах. Вопрос в том, просто сколько их будет у власти, насколько они смогут диктовать экономическую, политическую повестку. Но уже сегодня ясно, что консерваторов будет больше, чем было, потому что в том парламенте, который на сегодня работает, потому что выборы проходят в обстановке, когда парламент прежде продолжает работать, так вот сегодня примерно 28% парламента это консерваторы, примерно 42% это либералы или так называемые реформисты, и 20% это примерно независимые кандидаты. Видимо, сейчас очень серьезно изменится ситуация, потому что уже сегодня уже ясно просто по тем первым реакциям, которые идут, что консерваторы придут опять к власти. Вопрос просто в том, сколько их будет и насколько они будут способны формировать повестку. Но дело в том, это все будет зависеть от того, кто будет руководить парламентом. Уже 11 лет руководит парламентом Али Лариджани. Это человек, который находился во главе парламента рекордное число лет для последней иранской истории, то есть для 41 года нахождения у власти исламского режима. Он сам, собственно, он мог находиться у власти еще, но он недавно подал в отставку, поэтому будет кто-то новый. Полагают, что новым руководителем парламента будет бывший мэр Тегерана. Он же не раз выставлял себя на президентский выбор. Это такой Мухаммад Багер Калибаф. Это очень серьезный человек. Во-первых, это выходец из корпуса стражей исламской революции, что говорит о серьезной такой исламской составляющей его взглядов. С другой стороны, это жесткий очень политик, это командующий иранскими ВВС. Короче говоря, придет к руководству парламентом человек, который действительно может руководить, может выдвигать свои требования, может сделать так, чтобы парламент приводил к власти те законы,
инициировал те законы, которые сейчас нужны, а нужны законы, в общем, с двух позиций. Во-первых, нужны новые экономические законы, которые позволят стране выйти из страшного экономического, можно сказать, коллапса. С другой стороны, считают, что нужна более жесткая политика по отношению к Соединенным Штатам, которых сейчас называют не иначе, как страной-убийцей генерала Касема Сулеймани. А Владимир, вообще, Владимир, возможны ли сюрпризы? Есть шанс, что народ проголосует против курса режима Аятол? Как вы думаете? Ну, хотя бы небольшой. Нет. Такое сейчас в Иране просто невозможно, потому что, во-первых, основная часть населения, все же значительная часть населения выросла уже в условиях исламского режима, и она, собственно, другого не мыслит. С другой стороны, народ видит и силу исламского режима, который достаточно силен, проводит достаточно серьезную политику обуздания тех потрясений социальных, тех политических потрясений, которые страна переживает. Поэтому голосование против режима Исламской Республики не будет. Конечно, собственно, голосовать против режима можно, не придя на избирательный участок. Но в Иране традиционно сложилось, что процент участия в выборах это примерно 65-70%. И судя по данным, которые уже есть, хотя с утра было недостаточно, потому что в первые 2 часа проголосовало всего 7,5 миллионов из 58-миллионного электората, но сейчас вроде бы подтянулись, и, по крайней мере, понятно, что выборы пройдут с таким же участием, как они обычно были, и, значит, особых, так сказать, неожиданностей, особых сюрпризов они не принесут, разве что они придут к власти людей, настроенных более традиционно, более исламски, более, так сказать, консервативно. И поэтому ясно, что вот этот парламент, наверное, должен быть все же более консервативным, в противовес тому, что нынешний реформистский завел страну в страшный экономический тупик. Владимир, а вообще можете как-то спрогнозировать, по какому сценарию будут развиваться отношения Ирана с Западом и прежде всего с США в ближайшем будущем? Знаете, если к власти придут консерваторы, то, естественно, никакого такого диалога с Западом не будет, потому что те, кто сегодня реализует диалог с Западом, или, по крайней мере, показывают, что возможен диалог с Западом, это реформист, это нынешний президент Рухани, который так сказать, был одним из инициаторов подписания соглашений, из которых Иран практически уже вышел. Это другой видный реформист, нынешний глава иранского МИДа Мухаммад Джавад Зариф. Но они как бы все же не должны, наверное, превалировать, потому что если к власти придет, действительно будет консервативный парламент, то сменится правительство, причем в нем будет больше как раз людей консервативных взглядов. То есть те, которые не приемлют диалог с Западом и решат, что нужно вести более жесткую политику. Эта новая, более жесткая политика коснется, во-первых, отношения к иранской атомной программе, с которой Иран уже начал выходить. Возможно, и другие более резкие шаги. Так, выход не только из программы, но и выход из договора НПТ, договора о нераспространении ядерного оружия. Возможен выход даже из Международной организации по атомной энергии, об этом в Иране говорят. Возможно, полное Владимир, Владимир, вот еще совсем немного времени остается. Хочу задать один вопрос. Вообще, стоит ли на этом направлении, стоит ли ждать большой войны на Ближнем Востоке? Вот буквально у нас 30 секунд. Я не думаю, что можно ждать большой войны, и можно это видеть даже из того, что Иран серьезным образом не ответил на смерть, на гибель генерала Касема Сулеймани, одного из лидеров организации Корпуса стражей Исламской революции. Поэтому иранцы сейчас понимают, что им не нужна большая война, именно потому что они к этому не готовы. С другой стороны, они не готовы на явное противостояние с Западом, и поэтому они будут какие-то шаги делать резкие и какими-то другими шагами пытаться все это определенным образом снивелировать или снейтрализовать. Поэтому, мне кажется, серьезной войны... Владимир, да, большое спасибо за столь исчерпывающие ответы. Я вас благодарю. Всего доброго. До свидания. К другим темам. Мигранта, которого силовые структуры России подозревали во взрыве дома в Магнитогорске, выпустили на волю. Мужчина оказался невиновен и никаким радикальным движением не причастен. Ранее его жена сообщала узбекской службе «Радио Свобода» о пытках мужа сотрудниками правоохранительных органов. Теперь эту информацию подтвердил и сам Хуснидин Зайнабединов. Продолжит Муса Казаков. Трагедия случилась 31 декабря 2018 года. В 6 утра в Магнитогорске взорвался жилой дом, обрушился целый подъезд, 39 человек погибло.
В причастности к взрыву заподозрили уроженца Кыргызстана Хусниддина Зайнабеддинова. В результате несколько неправильно сросшихся сломанных ребер, которые болят уже больше года, и повреждения внутренних органов. Эти увечья простой повар получил в застенках спецслужб Магнитогорска. Хусниддин рассказывает, что его били сильно и беспощадно, уложив животом на бетонный пол, сковав вместе за спиной руки и ноги. Сотрудники в штатском показывали ему фотографии незнакомых людей и требовали признаться во взрыве дома. Но молодой человек оговаривать себя не стал. Далее его начали бить электрошокером, а потом принесли генератор и подвели провода к пальцам рук. Сначала воду наливает, включает. Ну, потом отключает. Они меня допрашивают еще. Ты их знаешь. Толком были, да? Вот потом мне на ухо сделал. Я после этого сознание потерял. Что был, я не знаю. Но меня это ИВС даже не принял. Когда они на ИВС меня таскали. Он сдохнет. Куда-то забрали. Им отдали, это ФСБшник. Мне сказали это. Сотрудники сказали, знаешь, это, я спрашиваю, они кто такие? Они ФСБшники тебе взяли, сказали. Я от них слышал. Конкретных доказательств, кто именно его пытал, у Хусниддина нет, ведь при задержании ему надели мешок на голову и, видимо, забыли представиться. ФСБ свою причастность отрицает. Силовики даже выиграли суд у «Новой газеты» о защите деловой репутации, в результате чего публикацию, где утверждалось, что Хусниддина пытали сотрудники ФСБ, решением суда заблокировали. В исковом заявлении к «Новой газете» было написано следующее. Содержательно-смысловая направленность высказываний бесспорно создает у широкого круга читателей газеты негативное представление о федеральном органе исполнительной власти, о выполнении им своих задач и функций. А это, в свою очередь, в свете задач обеспечения безопасности, которые стоят перед ФСБ России, не может не способствовать возникновению у граждан чувства незащищенности, зарождению опасений и страхов, связанных со своим будущим, с будущим государства. К несчастью для Хусниддина, ранее его объявили в розыск в Кыргызстане за якобы участие в межэтнических столкновениях 2010 года между узбеками и киргизами. Впрочем, свое участие в беспорядках он отрицает, так как в это время находился в России, о чем есть информация, оставшаяся при пересечении границы. Но именно под этим предлогом его отправили в СИЗО, где он провел полгода. Ну а после его перевели в ЦУФСИК. И вот спустя еще 7 месяцев усилиями правозащитников он на воле. Первые дни мы говорили в прессе о задержании и избиении Зайнабеддинова. И это помогло, мы быстро общественности довели эти минуты. Мы информировали общественность. Сейчас он рассказывал подробно, как избивали, кого его показали, какие еще незаконные действия сотрудники силовой структуры участвовали в незаконных действиях. Сегодня следствие по делу обрушения дома в Магнитогорске продолжается. Основная версия – взрыв бытового газа. Но, несмотря на это, Хусниддин так и не получил даже намека на извинения. Зато лишился вида на жительство в России и серьезно подорвал здоровье. Сейчас Хусниддин приехал в Москву под присмотр правозащитников и вынужден просить здесь убежище. На родине история может повториться. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». Национальный альянс Таджикистана, общественно-политическая коалиция оппозиционных сил страны за рубежом, заявил о поддержке социал-демократической партии на парламентских выборах, которые состоятся 1 марта этого года. Как повлияет их поддержка на участие социал-демократов в выборах и к каким последствиям это приведет, рассказывает Сергей Хиршфельд. В выборах в Нижнюю палату парламента Таджикистана примут участие 7 политических партий. Но только одна из них сегодня может называться оппозиционной, считают в Национальном альянсе Таджикистана. Поэтому члены коалиции призывают голосовать именно за социал-демократов, которые, по мнению политбеженцев, будут реально представлять интересы народа, а не нынешней политической элиты. При этом в коалиции заявляют, что не верят в свободные и прозрачные выборы в Таджикистане. Власти сфальсифицируют в свою пользу любые итоги. Однако мы убеждены, что участие в выборах даже в таких неравных условиях – это необходимый шаг к политической ответственности и зрелости нации.
Руководство социал-демократической партии Таджикистана сейчас в разъездах проводят агитацию в районах и областях государства. Но это не помешало им отреагировать на заявления коалиции за рубежом. Члены партии категорически отрицают любые контакты с политбеженцами. Мы ни с какими организациями, которые по объективным и субъективным причинам осуществляют свою деятельность за пределами страны, не имеем письменных или каких-либо соглашений о сотрудничестве. Лидер движения «Ватандор», журналист и политэмигрант Дудуджон Атувалоев, не исключает, что поддержка коалиции может навредить членам Альянса. Я не люблю делать предсказания, но если правительство собиралось предоставить Заирову 1 или 2 места в парламенте, то после заявления поддержки от запрещенных группировок могут вообще ничего не дать. Была ли эта поддержка искренней или попытка поставить подножку, покажет время. Сами члены Альянса не разделяют это мнение. Мы призываем их реализовать свое законное конституционное право голоса. Выборы в Нижнюю палату парламента Таджикистана пройдут 1 марта этого года. В парламент войдут 63 депутата, 41 от одномандатных избирательных округов и 22 по спискам политических партий. От социал-демократов в выборах примут участие 5 кандидатов. Сергей Хиршфельд, «Настоящее время», Азия. За сутки от коронавируса в Китае погибли 118 человек, общее число умерших – 2236. Количество заболевших также увеличилось и теперь составляет 75 465 человек. 18 264 человека выздоровели, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. А накануне в украинской Полтавщине прошли массовые акции протеста. Это была реакция на решение властей разместить в санатории Нацгвардии в карантин эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран. Местные жители были против этого. Они опасались, что вирус может распространиться. Были потасовки протестующих с полицией. Позже ситуацию удалось стабилизировать. О том, что сейчас там происходит, расскажет наш корреспондент в Украине Владимир Рунец. Уже на следующее утро мост через реку Ворскла выглядит совершенно обычно. Ездят машины, ходят люди. И даже следы вчерашних столкновений с полицией дворники уже успели поубирать. А вы тоже переживали о том, что привезли людей из Китая? Ну, а я? После вчерашних протестов за медицинской помощью обратились 9 сотрудников полиции. Сейчас правоохранительные органы Украины открыли 2 уголовных производства. Одно по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах, второе по факту угрозы жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов. Не все жители поселка Новые Санжары поддерживают вчерашние протесты. Однако с открытым лицом на камеру рассказать об этом боятся. Будет спецрейс, что завезут 50 человек сюда больных. Естественно, начали звонить бабушки, начали звонить дедушки. Все начали переживать за своих детей, за своих внуков. Всем санжарам пришла смс, что 50 человек зараженных будет в Санжарах. Именно в санатории. Что именно привезут завтра утром. 20 числа утром должны завезти их сюда. Также свою поддержку эвакуированным из Китая людям решили показать простые украинцы. В частности, из Харькова приехал микроавтобус с переселенцами из Донецка, которые привезли им символические подарки. Наша задача сейчас вот снять этот такой синдром, знаете, посттравматический, вот, и успокоить население, что все мы жители Украины, все мы живем в одной стране. По заявлению здешних чиновников, ни они, ни местные жители не были готовы к тому, что сюда, в поселок, привезут эвакуированных из Китая людей, что и стало причиной вчерашних протестов. Из Новых Санжар, Полтавской области, Владимир Рунец, Андрей Шурин. «Настоящее время. Украина». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами уже в понедельник. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире.